Каждый год в Казахстане происходит около 1000 пожаров, и каждый раз они распространяются на сотни, а то и тысячи гектаров. Почему специалисты не могут выявлять пожары на ранних этапах? Сколько леса республика теряет из года в год? Можно ли его восстановить? И во сколько нашему государству обходятся природные катаклизмы? Казахстан считается малолесистой страной. По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, не так давно леса занимали около 5% территории нашей страны, их площадь составляла 13,6 миллиона гектаров. При этом почти половина из них приходилась на саксаул, а четверть – на высокоствольные деревья. Эколог предупреждает, что в будущем количество пожаров в мире участится из-за повышения температур, увеличения засух и сокращения осадков, поэтому нужно быть готовыми к таким природным катастрофам. По прогнозам ООН, к 2030 году число экстремальных пожаров увеличится на 14%, к 2050 году на 30%, а к 2100 году на 50%. Тем временем ДЧС, Минэкологии и местные акиматы демонстрируют свою неспособность справляться с лесными пожарами. Во-первых, вся техника 1970-х годов. Даже последний пожар показал, что одна машина за другой ломались, едва выехав в поле. Во-вторых, у пожарных и лесников нет должного обмундирования. Люди в туфлях выбегали тушить пожар. В-третьих, при верховом пожаре, как в этом случае, должны тушить огонь вертолеты, но у них нет карт водных объектов, откуда они могут делать забор воды. С любой речки не возьмешь воды, должны быть специальные места. В-четвертых, нет вертолетных площадок для дозаправок, поэтому авиации работать сложно. Ну и главное, большая коррупция и финансирование лесного хозяйства по остаточному принципу. В настоящее время зарплаты лесников меньше 100 тысяч, пожарных 200 тысяч тенге в месяц. Бывший пожарный Арман Амирбаев за 7 лет службы только один раз получил обмундирование. Не выдержав подобных условий, он уволился. Из-за неполного обеспечения технической базы тушить пожары становится сложнее. А пожарные лесничества вооружены только лопатами, не имеют средств индивидуальной защиты органов дыхания. Пожары на землях лесного фонда происходят в основном по двум причинам: антропогенные 82% и природные 18% случаев. Между тем районы Прииртышья отличаются от других. Здесь от природных причин, молний, возникает в среднем 50-65% лесных пожаров.